в ночь 16 на 17 июля в Ижевске состоялся крестный ход, посвященный памяти царственных страстотерпцев. Это традиционный крестный ход для Ижевска. Он прошел по улицам города от собора Александра Невского до храма царственных страстотерпцев и завершился божественной литургией. Святые царственные новомученики канонизированы в 2000 году. И с самого начала их канонизации проходят крестные ходы по всей России. По благословению нашего правящего архиерея митрополита Викторина начался от собора Александра Невского к храму царственных страстотерпцев с 2018 года. В России почитание последнего императора Николая II было очень широко распространено даже еще до момента канонизации в 2000 году. Это отмечал и наш правящий архиерей, уже покойный митрополит Николай. Он об этом рассказывал, потому что он был на одном из архиерейских соборов, где обсуждался вопрос канонизации царственных страстотерпцев. Крестные ходы в память царственных страстотерпцев были здесь, в Ижевской Удмуртской епархии, по разным маршрутам с 1993 года. Память святых царственных страстотерпцев, она особо важна нам сегодня. И очень актуально, что в этом году у нас год семьи, и мы ориентируемся на эту прекрасную, любящую семью, где царь Николай и царица Александра любили друг друга любовью Христовой, любили своих детей, как они относились друг к другу, как они претерпевали те скорби, искушения, те лишения, которые были им уготованы судьбой. Год, когда у нас в России объявлен год семьи, особо трогательно вспомнить эту святую семью, как в молитве было сказано: «Святая Седмирица, семья царственная». Сегодня по всей России, не только у нас в Ижевске, но по всей России, в больших городах и в малых весях проходят крестные ходы и ночные богослужения, конечно же, там, в Екатеринбурге, где они пострадали. Мы очень любим нашу царскую семью. Мы молимся этим святым страстотерпцам, чтобы Господь по их молитвам даровал нам, нашему Отечеству, нашим семьям также дорожить любовью друг к другу и, конечно, воспитывать в себе любовь Христову. В этом-то и заключается наша христианская работа. Молиться, просить Бога, Его святых, ну и самим делать все необходимое для блага нашей страны и нашей, конечно, церкви и народа Божьего. У крестного хода, конечно же, есть миссионерский смысл, потому что люди видят, что верующие идут ночью с молитвой. Этот крестный ход для человека со стороны это будет тоже такой вот запрос или, может быть, ответ даже на вопрос, почему люди выбирают именно такой формат почитания царской семьи. Потому что ход или шествие, оно сопряжено с усилием, оно сопряжено с аскезой, с молитвой. И эта молитва, она позволяет и другим людям тоже прикоснуться к дню памяти царственных страстотерпцев. Каждым годом все больше и больше людей в этом крестном ходу принимают участие. Это и пожилые, это и молодежь, это и наши волонтеры. Это прекрасная возможность почтить память святых страстотерпцев. Прежде всего, конечно, пройти с такой проповедью людей, призвать к молитве, людей призвать к тому, чтобы задуматься о своей душе, для того, чтобы они, глядя на всех молящихся, подумали, куда эти люди идут, зачем они это делают. И кто-нибудь из них, я думаю, что вспомнит о том, что есть храм, вспомнит о том, что есть Бог. И, возможно, через это люди вполне сделают, может быть, первые шаги для того, чтобы воцерковиться. Каждый человек идет и молится, я думаю, о своем, но прежде всего мы молимся святым царственным страстотерпцам. Они являются не только покровителями нашей России, но и покровителями семьи, поскольку явили собой многодетную православную семью, когда дети, воспитанные в православной вере,
когда они знали, что такое любовь, сострадание, помощь ближнему, помощь нуждающемуся, помощь тому, кто находится в болезни или тому, кто находится в заключении. Молитвы Святым Царственным Страстотерпцам нужны не только для наших семей, но и для нашей страны, для нашего государства, для наших правителей, которые сейчас нуждаются в поддержке и помощи прежде всего Божией. Потому что, принимая непростые решения, человек должен прежде всего подумать, а как это принятое решение будет выглядеть в глазах Бога. Именно так должен рассуждать православный человек. И вот для того, чтобы наша страна двигалась в правильном направлении, конечно, правители наши, они должны молиться, прежде чем принимать какие-либо важные судьбоносные решения. Крестный ход – вполне естественное явление, выражающее нашу любовь, наше почитание к святым царственным страстотерпцам, как небесным защитникам, покровителям и ходатаям пред Богом за Россию. Такой широкий и общественный резонанс имеют эти крестные ходы по всей России, особенно в Екатеринбурге, где собираются как раз вот в эту ночь несколько десятков тысяч людей. В этом проявляется именно народный дух, народная любовь, вера в то, что Господь не оставит нас. Не только сейчас, как не оставлял всегда и в прошлом, так будет и в будущем. Они пострадали и приняли свою мученическую смерть в подвале Ипатьевского дома. Но этот подвал стал огромной Голгофой, на которую они взошли в эту ночь. И вот мы сегодня стоим перед иконой царственных страстотерпцев, молимся и представляем, что они сегодня радуются на небесах. Видя наши молитвы, помогают нам, помогают нашим семьям. Святые угодники Божии повторили путь Христов на земле. Они дают нам пример жизни со Христом. И поэтому, конечно же, нам важно причащаться в эти дни, участвовать в таинстве Евхаристии. Многие из вас готовятся к тому, чтобы причаститься святых тайн Христовых, быть на исповеди, покаяться в грехах. Это очень хорошее дело. Как мы можем Богу умолить о наших бесчисленных грехах, вольных и невольных? И поэтому вот эта вот аскеза – это форма нашего покаяния Богу и просьбы к Нему и к царственным страстотерпцам о помощи нам с вами и помощи нашей с вами Родины. Вот это очень важно. Слава Богу, Господь нам благословил совершить крестный ход в очередной раз от храма Александра Невского, храм царственных страстотерпцев. Он был настолько благодатен, когда ты видишь, что люди радуются, накладывают на себя крестное знамение. Поэтому крестный ход, он всегда носит миссионерский характер. А как он объединяет людей? Это само песнопение. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Чтобы все граждане могли принять участие, почувствовать вот это единство народа, тем более в такое сложное время, когда военные действия. В эти особенные, вот непростые для России дни необходима, конечно же, молитвенная поддержка этих небесных предстоятелей у престола Божия, которые молятся о всей России. Она чудотворная, эта молитва. И дай Бог, чтобы те люди, которые были с нами, шли, и те, которые наблюдали за нами со стороны, для них тоже эта благодать передалась. И что я желаю самое главное, чтобы люди слушали, слышали, исполняли волю Божию, жили по заповедям, то есть участвовали в божественных литургиях. Аминь.